предполагалось, наше последнее занятие по социальной критике и анализу. Вот. Ну, учитывая эту сложившуюся у нас, опять же, ситуацию, вот, оно посвящено культурной политике. Вот. Ну, я, наверное, должен несколько предварительных замечаний сделать относительно того, о чем я буду говорить. Вот. Я вообще, честно говоря, не собирался пересказывать, значит, что такое культурная политика. Мне, в общем, как и было заявлено, вы помните, мне было интересно посмотреть, собственно, на интенцию вот этой стратегии, которую мы называем культурной политикой, и посмотреть, опять же, на культурную политику, поскольку она представляет собой все-таки такое некое концептуальное такое образование, посмотреть на культурную политику с точки зрения, опять же, того, могут ли быть, скажем, экспортированы или импортированы некоторые концепты, ну, то есть, попросту говоря, смыслы, вот, которые скрываются за теми именами, выступающими вот некими такими опорными точками культурной политики. Поэтому я буду исходить, наверное, да, значит, поэтому как, во-первых, наверное, вот как такового препарирования культурной политики здесь не будет, хотя, естественно, мне не удастся этого избежать, то есть это все равно так или иначе будет предполагать, наверное, аналитическую работу, но, скорее всего, совместную все-таки. Вот. И, в общем, очень хорошо, что, как методологи посчитали своим долгом, да, вот, прийти сюда тоже сегодня. Хотя я, конечно, пытался затянуть философов, но они вот филонят, как обычно, в основном, в большинстве своем. Во всяком случае, мне бы хотелось, чтобы, опять же, у нас с вами какой-то был такой интерактивный режим обсуждения вот тех моментов, которые я, в общем, буду затрагивать в своем сообщении. Поэтому вот то, что я вам как-то вначале расскажу, это мы, естественно, будем рассматривать как информационный повод, вот, чтобы потом, опять же, задать друг другу какие-то вопросы, наверное, вот, и определиться, наверное, все-таки относительно того, может ли быть, скажем, культурная политика таким, как бы неким таким универсальным, что ли, как это правильно сказать, наверное, но если не пространством, то, по крайней мере, какой-то такой, каким-то универсальным путем, если хотите, вот, в который мы, собственно, можем встраиваться или который мы можем встраивать в свои траектории. Вот, у нас намечающиеся тут, опять же, в летучем университете. Вот, поэтому, тема такая очень большая, на самом деле, оказалась. Вот, и как и предполагалось, конечно, потому что существует огромное количество текстов, и, по сути дела, я так понимаю, что все тексты, которые написаны Мацкевичем последние, 15 лет, наверное, вот, тексты, которые Татьяной Водолажской написаны, вот, они так или иначе тоже, в общем, писались, наверное, вот в русле вот этой вот программы или этой стратегии культурной политики. Я так понимаю, то, что там делает Андрей Егоров тоже. То есть это, в общем, в моем, конечно, сегодняшнем этом заявлении такая есть серьезная претензия, да, вот, от которой, я думаю, мы еще долго не отделаемся, поскольку у нас в перспективе еще общий университетский семинар намечается, там мы будем тоже эти проблемы рассматривать, темы во всяком случае, вот, и выходить на какие-то проблемы, которые так или иначе завязаны на рассмотрение того, что предлагается в рамках культурной политики. Вот. Все-таки я знаю, что вот у Димы, например, у него
нет такого устойчивого некоего концептуального представления о том, что такое культурная политика. Ну, у всех присутствующих, тех, кто прошел методологическую школу, я так понимаю, что есть. Да, Иван, есть? Насколько я могу сказать. Ну, возможно, разное. Да, ну нет, вот это, кстати, и предполагалось, да, что, видимо, у всех какие-то, да, могут быть, да, действительно различные интерпретации. Ну, это, в общем-то, и хорошо, наверное, потому что у меня как таковой стройной интерпретации тоже нет. В данном случае, ну и в самом деле невозможно объять необъятное. Вот. Но то, что во всяком случае мы знаем, что там есть, значит, 6 ключевых слов, да, это вот 3 ценности, десоветизация, белорусизация и европеизация. Вот. И что касается непосредственно реализации этой программы, то там тоже есть 3 ключевых слова: университет, партия, газета. Да? Ну, знаем мы про это. Да? Вот. А поэтому мы должны, естественно, иметь это в виду. Вот. Ну, я просто, опять же, чтобы, может быть, так, как это, кого-то не оставлять за рамками обсуждения. Да, напомню вам, что если вы зайдете на сайт Евробеларусь, по-моему, да, где вообще кратко вот представлена эта программа, как он называется? Ну, на сайте Евробеларусь, да, есть одна из версий короткого представления, но это такого политического использования представление, да, и скорее политического использования, а не философское это скорее, основание. да, это скорее такое анонсирование, я бы сказал. Да? Вот. Но там все равно какие-то, наверное, вот эти вот ключевые слова есть, которые нам указывают на то, что под этим можно понимать. Там, в частности, написано на то, что это, в общем, некая такая стратегия. Там есть слово стратегия, есть слово программа, которое, в общем, описывает то, что такое культурная политика. Там говорится о том, что, опять же, культурная политика это некий такой современный вариант политики, вот опять же, которая выходит там за пределы государства, отношений между государствами, которая приходит на смену силовой политике, диктата. И также указано на то, что эта реализация, собственно, культурной политики предполагает взаимодействие и диалог вот, различного рода культур. Вот. Но опять же подразумевается вот эта вот ситуация, когда, поскольку политики как таковой в смысле там, коллективного и такого ведения общественных дел, да, предполагающего некий такой плюрализм, ее нету в Беларуси. Вот, поэтому необходимо таким образом сосредоточиться на стратегии культурной политики, да, с тем, чтобы вот, можно было, опять же, достигать в том числе и каких-то политических целей. И меня все-таки, значит, вот опять же, ну, я перейду, собственно, к тому, что меня интересует. Если какие-то нужны будут там дополнения, пояснения, я думаю, что вот, ну, например, ну, наверное, если там, ну, например, вот у Димы, если будут вопросы, то мы, наверное, как-то сможем на них ответить, ну, которые касаются непосредственного содержания. Вот. А я перейду, собственно, к тому, что я увидел в качестве интенции, собственно, вот этой стратегии или программы культурной политики. Вот. Поскольку, ну и в самом деле это как бы не просто некая концепция, понятно, это некое предложение, причем такое как бы, предложение, которое выступает руководством к действию, вот, то мы должны понять, какова вот внутренняя направленность вот этого предложения, вот, что, собственно говоря, предлагается, в какой интенции. Да? Вот. Я, наверное, начну, может быть, с каких-то таких отдаленных вещей. Вот. Ты был не согласен с этим определением культурной политики?
что-то такое предложение. А я только пока, как Зачем? это, некие такие формализованные были определения. Ну, вот с тем, что сейчас Игорь сказал. Игорь ничего пока не сказал. Он сказал, где чего написано про это, ну, в разных местах. И сказал, что разбираться он будет с, ну, как бы, Для с начала с сентенции. сентенцией, да, как бы, ну, хорошо. Вот, то есть, опять же, если мы говорим об интенции в некоем таком широком понимании, вот, поскольку, ну, как мы понимаем, интенция как намерение и стремление, там, ну, из феноменологической традиции мы знаем, что это направленность сознания на определенный объект, предмет, да? Вот. А есть, собственно, другие смыслы. Под интенцией можно, например, подразумевать замысел или план, предположим. Вот. Можно под интенцией подразумевать коммуникативное намерение. Вот. И есть еще один смысл, с которым я столкнулся. Я сейчас попробую вот, несколько его развернуть. Потом, если будет непонятно почему, я поясню. Есть богословское определение интенции, такое достаточно простое как бы определение, которое, видимо, в катехизисе можно встретить. И интенция – это содержание того, о чем просят в молитве. Ну, то есть это, собственно, некое как-то выраженное в содержании намерение говорящего, когда он обращается к Богу. Вот. Мне кажется, что обращение, кстати, к богословскому смыслу, да, может оно скрыть достаточно много, ну, или, по крайней мере, указать вот на несколько аспектов вот, интенции в таком широком понимании. Да. Вот я сейчас попробую эти аспекты развернуть. Дело в том, что в разных, кстати, религиозных традициях есть разные аналоги того, что может быть названо интенцией, в частности, в, там, скажем, в христианской традиции. Мы, например, ну, опять же, можем констатировать, что иногда, предположим, это обозначает намерение как мотив, ну, вот, например, в исламе. Это может также обозначать, как в иудаизме, скажем, определенную такую концентрацию или вкладывание души в то, что ты делаешь. Ну, то есть молитва, как, собственно, такое некое концентрирование, вкладывание себя. То есть это некая такая направленность сердца. И понятно, что такое понимание вот интенции, оно также предполагает определенное такое приложение усилия. Ну, а что, собственно, да, значит, смотрите, что, собственно, можно, я сейчас так попробую немножко структурно, да, вот если взять в качестве такого, в качестве некоего такого образцового проявления интенции молитву, да, что, собственно говоря, структурно, во-первых, можно там в молитве найти. Ну, во-первых, мы понимаем, что как есть субъект молитвы, ну, должен быть, по идее, объект молитвы. Вот. Ну, понятно, что значит, субъект молитвы это тот, кто молится, но опять же мы должны иметь в виду, что это значит, нечто такое, что выражает, ну, субъект молитвы ставит себя в ситуацию некоего такого предельного интереса, вот, направленного к объекту молитвы. Понятно, что этот интерес, он выражается в каком-то определенном содержании, причем содержание молитвы – это выражение, опять же, в некоем партикулярном таком виде или в некоем особенном виде содержания универсального. Ну, то есть, собственно, человек, он молится как там некий человек, который вот свою человечность вот, выражает в некой там частной, например, просьбе. Вот. Но в любом случае эта просьба, она, в общем, должна выражать нечто универсальное. Вот. А есть предельное усилие говорящего. Вот. Причем это предельное усилие, оно как бы вроде бы с одной стороны направлено на самоактуализацию, но понятно, что поскольку эта самоактуализация, она куда-то в трансцендентное уходит, она, в общем-то, доходит до
фактически до такой своеобразной деперсонализации, то есть до самоотрицания. То есть это как попытка достичь Бога, да, вот, достучаться до небес. Там, и, собственно, ну, как бы попытка стать кем-то в Боге. Вот. Ну и с объектом молитвы тоже интересная штука такая получается, поскольку, ну, как мы понимаем, объектом молитвы Бог выступает, да, некая такая, да, мы понимаем, что Бог это некая такая радикально иная субъективность. Вот. И вот это вот такая недосягаемая, неведомая, тайная, да, вот некая такая субъективность, и тут мы, в общем, видим, что вот это вот отношение, которое вначале мы вроде бы могли бы представить как отношение там, некоего субъекта, имеющего интенцию, направленную на какой-то объект, оно оборачивается в субъект-субъектное отношение, причем основным субъектом здесь выступает уже не молящийся, а Бог. Поскольку, собственно, интенция молящегося, она фактически как бы выражает некую такую универсальную интенцию творения, стремящегося к Богу. Вот, то есть в этом смысле основным субъектом все-таки вот и веры, и молитвы является Бог, да, а собственно интенция верующего, она как раз вот опять же такое несет на себе некое такое универсальное стремление, которое есть у всего творения. Да. Вот. Ну я так полагаю, что еще можно здесь выделить, наверное, нечто, что так условно можно назвать усилием Бога. Ну, в общем, опять же, вследствие того, что интенция молящегося является вот продолжением этой некой универсальной интенции, исходящей из самого Бога. И тут возникает сразу много вот интересных всяких контекстов. Да, вот, если в простом смысле, например, говорить об аспектах молитвы, то мы тут можем, например, анализировать ее с точки зрения, предположим, речевых актов Остина, например. То есть мы можем сказать, что есть локуция, например, есть иллокуция и есть первокуция. То есть, соответственно, есть содержание, да, то есть есть содержательный аспект. Вот, это локутивный так называемый аспект. Есть намерение или обращение, это иллокутивный аспект. Да, и есть действие, которое производится. Перлокутивный так называемый аспект. Вот. Но это было бы слишком просто, да? Поэтому я попробовал все-таки вот выделить некие такие особенности интенции, которые мы можем вот, в этой вот образцовой модели вот зафиксировать. Да? Понятно, что в этой интенции, во-первых, есть субъективность, то есть есть некое субъективное отношение к тому, к чему, собственно, интенциональный акт направлен. Вот. Есть усилие, то есть есть некое напряжение, причем это опять же такое предельное напряжение. Есть то, что я тоже обозначил как предельность, но имеется в виду как раз вот это вот стремление к чему-то трансцендентному или невозможному, эмпирически невозможному. Есть универсальность, да, о которой тоже я уже говорил, да, как вот там, грубо говоря, некая общечеловечность, выраженная в каком-то вот этом вот в особой там проблеме или в особой просьбе. Да. Вот. Есть открытость, то есть опять же, если мы говорим о религиозной модели молитвы, то подразумевается открытость навстречу вот этому радикально иному другому, которым Бог является. Да? Вот. И более того, есть даже респонсивность, поскольку вот эта вот направленность, она как бы является прежде всего ответом на зов, да? Ну, то есть на божественный призыв. Да? Собственно, молитва является таким адекватным ответом. То есть это вот зов вот этого иного, трансцендентного, невозможного и так
Вот. Ну и есть тоже еще одна особенность, которую я так обозначил как индивидуализированность. Вот. Но как бы возникает некое такое подозрение на противоречие, связанное с тем, что, во-первых, ну, это, с одной стороны, это субъективное отношение, а с другой стороны, деиндивидуализированное. Ну, то есть, опять же, деиндивидуализированное в смысле это не отношение какого-то атомарного, самодостаточного субъекта. Вот. А это скорее похоже на отношение как это, субъекта коллективного. Вот можно тоже вспоминать какие-то примеры такие из богословия, связанные с тем, что если, когда молитва доходит вообще до Бога, доходит она до Бога тогда, когда, собственно, собираются это делать люди, собираются люди нечто делать во имя Бога. То есть есть некий такой коллективный субъект, даже если кто-то не обладает индивидуализированной интенцией, то, в общем, молитва все равно доходит до Бога. Есть более радикальный даже тезис, даже если священник не верует, то есть формально совершает некий обряд, то все равно так или иначе таинство совершается во имя тех, кто собрался. То есть тут есть как бы такие вот моменты. Только соберитесь, а да. мы объясняем. Да. Прохождение по инстанции. Да, но я к тому, что есть вот эта вот деиндивидуализированность, да, она вот так вот проявляется. Вот, мне кажется, что я почему вот про все это говорю, да, про вот субъективность, про напряжение, да, вот это напряжение усилия, про предельность, про универсальность, открытость, респонсивность, там, деиндивидуализированность и так далее. Мне кажется, что в каком-то виде можно все это находить вот, собственно, в стратегии культурной политики. Если мы говорим о ней, да, как о некоем таком коллективном действии, я бы, естественно, не стал проводить какие-то такие, может быть, прямые там параллели. Вот, скорее, это некая такая аналогия, да, при помощи которой можно просмотреть, может быть, какие-то вот те измерения или те свойства, которых, в общем, так сразу незаметно. И в этом смысле, мне кажется, что вот можно в культурной политике выделить такие нити, или сутры, если хотите. Вот такие сутры, которые являются вот этими вот нитями стратегической интенции. То есть, если культурную политику представить как канат, собранный из многих нитей, да, вот свернутый, да, то вот можно вот разные вот эти вот ниточки там обнаруживать. Канат как некая, не знаю, метафора там того, что направляет путь. Да, можно провести, вот, мне кажется, такие аналогии. Я бы, собственно говоря, какие вот эти вот нити выделил. Во-первых, это такая деятельностная или технологическая ниточка. Чем, собственно говоря, привлекательна культурная политика? Тем, что там действительно есть такая очень серьезная претензия на программу деятельности, которая может быть практически реализована. Вот, причем реализована даже технологически. Вот, то есть это ответ на вопрос, что делать. Вот, там, как нечто изменить, например. И опять же, то есть это некая методологическая программа такого коллективного действия, причем в условиях неопределенности, то есть там, в условиях недостатка знания. Есть еще одна ниточка, которую, наверное, можно содержательной назвать. Это вот как раз то обстоятельство, что культурная политика претендует на статус концепции. Да, или, опять же, там волей-неволей, так или иначе, там содержатся некие дескрипции, то есть некое там предполагается описание общественной ситуации и некие там возможности, да, выявления того, каково положение дел в обществе или там в политике в данный момент, да, или там в каких-то других сферах. Вот. Есть то, что можно назвать
значит, ценностной ниточкой. Ну, понятно, что для того, чтобы, опять же, делать нечто технологически, мы должны оценивать ситуацию. Эта оценка может быть произведена, исходя из, собственно, неких ценностей. Вот. Поскольку должен быть ответ на вопрос «зачем?». Да? А потом, исходя из ответа на этот вопрос, мы формулируем цели, задачи, ну и так далее. Вот. Есть, естественно, коммуникативная ниточка. То есть, культурная политика – это перформатив. То есть это вот предложение, некое обращение, призыв. Вот, то есть, опять же, некий призыв к участию. Вот. И еще одна ниточка, которую я хотел бы тоже, на которую отдельно, наверное, я хотел бы указать, это вот утопическая ниточка. Вот, ну, я про, опять же, про утопию, как там стремление к невозможному. Да, вот здесь вот у меня такое есть подозрение, что, опять же, что-то там такое есть, да, в культурной политике. Вот что конкретно, я пока сказать не могу, не знаю. Понятно, что в конкретной деятельностной ситуации, по всей видимости, это вот невозможное, оно там некоторым образом определяется или переопределяется контекстуально. Вот. Чтобы, опять же, чтобы было понятно, к чему, собственно, стремиться в пределе в некое. Вот. То есть, опять же, это не, видимо, какое-то такое вот пространство вот этого утопического, оно неустойчивое, но оно, мне кажется, должно там быть. Вот. Но для меня пока это, в общем, как реконструкция вот этого, да, или как, собственно говоря, это невозможное может быть реконструировано, оно представляет проблему. Вот. Теперь по поводу, да, значит, что касается вот этих вот нитей, из которых сплетается культурная политика, да, мне кажется, что я вот говорил о первой вот этой вот технологической ниточке, да, мне кажется, что она, в общем, является такой, как бы возникает некое впечатление, что она такая самая мощная. То есть это самая крепкая нить, вокруг которой там плетутся все остальные нити. Да, и это, в свою очередь, тоже, с одной стороны, дает нам, наверное, какие-то преимущества, да, а с другой стороны тоже вот может вызывать вопросы. Вот, потому что, если мы говорим о содержательной ниточке, то есть, вот, скажем, там, о дескриптивной, если об этом можно говорить, да, наверное, все-таки можно, вот, то как раз вот, собственно, к содержанию, да, того, что описывается, собственно, в рамках этого проекта культурной политики, там как раз можно много найти претензий. Вот. Я имею в виду, что те имена, которые там используются, они могут быть очень по-разному поняты, интерпретированы и так далее. То есть, например, тут как раз вот мы должны говорить, наверное, о концептах, как раз именно, то есть о смыслах, вот, потому что нельзя жестко привязываться в данном случае к именам. Да? Вот. То есть к содержанию могут быть вполне, как мне кажется, справедливые претензии. Вот. И так же, как, собственно, вот к этой вот утопической ниточке. Да? То есть, собственно, определяем ли мы сферу невозможного все-таки, да? Когда мы там анализируем некую ситуацию, вот, исходя из которой мы собираемся действовать в условиях неопределенности. Вот. И я, может быть, попробую, наверное, привести, может быть, действительно некоторые примеры концептов. Вот, скажем, сама вот эта маркировка, или, само имя культурная политика, оно, в общем, у меня как бы вроде бы таких возражений не вызывает, даже как имя. Вот. Понятно, что есть какие-то
ну, может быть, там более-менее устойчивые, ну, были, да, смыслы, потому что словосочетание не новое, как мы понимаем, потому что под культурной политикой можно понимать, например, политику государства в сфере культуры. Вот, и тогда как бы это совершенно нас сбивает в какую-то другую там, вот, плоскость. Вот, но, то есть мы знаем, что, естественно, не об этом идет речь. Вот, то есть в целом вот это имя, оно, да, может быть экспортировано, действительно, оно может быть так использовано, да, поскольку мы, ну, знаем тот смысл, который мы в него вкладываем, но он, в общем-то, универсален, то есть он может в разных вот этих вот гетерогенных полях концептуально функционировать, да, ну, циркулировать. Вот. Я вот боюсь обращаться, значит, к тем именам, которые выражают вот эти вот ценности или направления, да, в каком смысле, опять же. Это я про десоветизацию, белорусизацию, европеизацию. То есть вроде бы они как бы содержательно наполнены, но, на мой взгляд, это, в общем, конечно, метафоры. Это метафоры, которые маркируют некие такие, ну, как мне видится, параллельные процессы. Вот, ну, мы помним, что без белорусизации и европеизации невозможна десоветизация. Там, опять же, белорусизация невозможна без десоветизации и европеизации, а европеизация невозможна без, значит, десоветизации и белорусизации. Да? То есть, таким образом, мы получаем вот некую такую, как это, круговую схему взаимного порождения вот этих вот процессов. Вот. Единственное, что ну, в самом деле некоторые тексты, которые вот могут быть взяты в качестве такого руководства по культурной политике, они написаны достаточно давно. Вот я не знаю, например, как отнестись к тому положению, что Беларусь, скажем, должна войти на равных правах в европейское сообщество, потому что вот в условиях постевросоюзовской ситуации тут, да, много, мне кажется, возникает нюансов. Ну, я сейчас детально не готов критиковать, да, но в том смысле, что вопрос возникает, да, все-таки, что такое европеизация в современных условиях. Да, потому что, ну, несмотря на то, что как-то там подразумевали всегда под европеизацией, например, опору на соответствующие ценности, там, предположим, на там, не знаю, там, ценность разума, там, ценность истины или ценность плюрализма, там, ценность диалога, там, в конце концов мы подразумевали там некие технологии в виде, не знаю, той же там делиберативной демократии там, и так далее. Да? Вот это вот все, мне кажется, может быть проблематизировано. Вот, то есть, что с этим делать? Да? Вот. Поскольку, ну, как современная такая вот эта вот ситуация европейская, она очень странная, мне кажется, что, ну, она в отношении, ну, как вот, между европейскими субъектами она асимметричная все-таки. И там, в общем, наверное, никогда не было такого, как это, идеализированного такого вот, плюралистичного поля, где все бы действительно выступали как равные участники там, некоего такого диалога, да, или, там, диалога культур там, и так далее. Вот, и об этом, наверное, можно было даже еще там где-то с 90-х годов говорить, когда вот там тоже были проблемы, там, в том числе связанные с этой первой волной мигрантов там, и так далее. То есть, ну, были такие нюансы всякие. Единственное, с чем вот понятно среди вот этих вот трех ценностей, наверное, с десоветизацией, то есть тут вроде бы больших вопросов не возникает, если мы опять же говорим, ну, поскольку десоветизация это все-таки такой негативный процесс, то есть это отрицание чего-то, вот, в этом смысле тут, да. Поскольку не очень понятно с европеизацией или, скажем, с белорусизацией, то да, тогда мы должны
ну, они, в общем, завязаны в том числе, или десоветизация на них завязана, да, то тогда, да, мы выходим вот на обсуждение этих вопросов. Вот. Да, ну и если, если позволите, я тоже не буду пока говорить про университет, партию и газету. Это тоже, в общем-то, метафоры по большому счету, которые, значит, ну мы знаем, что там университет это не университет в привычном понимании, да, что партия это не партия, опять же, в каком-то традиционном политологическом понимании, что газета это не газета на самом деле, вот, а нечто такое там, опять же, в лучшем случае модернизированное. Вот, и нужно ли, опять же, нужно ли это, может, называть какими-то другими именами, да, или мы можем, скажем, эти имена оставить в покое и продолжать вот реализовывать эту интенцию, которая в культурной политике заложена, да, вот все-таки в нужном направлении, не, там, скажем, не меняя вот этих канонических имен, да, или обозначений, вот. Или все-таки как бы, имена эти требуют, ну, некой такой там ревизии, скажем, да, или замены, там, не знаю, в конце концов. Вот. То есть надо ли, скажем, экспортировать, например, какие-то, предположим, концепты, да, для того, чтобы что-то вот с этими именами сделать. Да, значит, по поводу вот этого ключевого тоже слогана нашего, о котором мы говорим «Думать Беларусь», у меня тоже, в принципе, как это, ну, таких серьезных критических замечаний нет, потому что, ну, те кто читал там, вот, «Беларусь вопреки очевидности», да, в общем, там у Мацкевича все это достаточно расписано, как это надо понимать. Вот. Единственное, может быть, как, ну, не всегда акцентирует внимание на том, как понимать, скажем, там само мышление, например. Вот. Или опять же, как, например, понимать вот такое имя, как истина, скажем, что в него вкладывать. Да? Вот. Но это, как мне представляется, такие вещи, которые могут быть даже, ну, собственно, в ходе прояснения, да, вот, того, что подразумевается, установлены или определены. Вот. Хотя тоже, как и иногда, как вот некоторые такие лозунговые вещи странно звучат, ну, наподобие там, не знаю, там, что делают люди в летучем университете, там, они стремятся к истине, предположим. Вот. Но опять же, в каком смысле мы говорим об истине? Потому что если мы говорим о некоем там, как это, таком, ну, стремлении в классическом варианте, еще там в начале 20 века заметили, да, что уже никто к истине не стремится, но в том смысле, в котором она в классике понималась. Да. Вот. То есть это отчасти тоже может как бы ввести в заблуждение, но понятно, что можно там ту же истину, предположим, понимать как там ценность, или там, как там вечную невесту мыслящего, или, например, как процесс, да. Вот там, как, ну, там движение к тому, что должно быть помысленно, там, ну и так далее. То есть тут могут быть всякие такие разные ходы. Вот, это, естественно, надо тоже учитывать. Вот. Какие у нас еще есть ключевые имена, которые помогают там, структурировать, ну, концептуально то, что называется культурной политикой? Есть игра, например, есть, да? Или какие еще? Вы мне подскажете, нет? Все говорят, не знаем, да? Это тоже мы активно там, обсуждали, все, что связано, да, с пониманием игры и так далее. Вот, то, что, ну, я просто в порядке, вот, чтобы как это свой спич, наверное, завершить уже, в порядке такого замечания,
Ну, у меня есть подозрение, что, ну, и в самом деле культурная политика – это некая такая стратегия все-таки открытая. Вот, это открытая стратегия, и в этом смысле, наверное, это и делает, наверное, вот ее некой такой стратегией универсальной. Вот. Нету, мне кажется, как серьезных препятствий, может быть, для, опять же, для того, чтобы использовать культурную политику, скажем, ну, с точки зрения каких-то там других, например, концептуальных схем. Да, вот. Вот единственное, что, наверное, вот если мы говорим об иных концептуальных схемах, да, они должны все-таки, наверное, соответствовать вот этой вот некой интенции, о которой я говорил раньше. Да, вот это вот основное. А что касается, вот, собственно, там, опять же, ну, экспорта имен, которые вот в культурной политике такими точками пристежки служат, да, вот тут вот, мне кажется, может быть, ну, то есть это не обязательно. Да, вот. Если мы говорим именно, ну, имена не могут быть экспортированы. Да, то есть понятно, что мы можем по-разному, опять же, отстраивать вот наши там концептуальные представления, да, но так или иначе вот с интенцией они должны согласовываться. Да, все остальное, мне кажется, вторично. Вот. И сама по себе культурная политика, наверное, представляет все-таки, ну, в достаточной степени такую, как-то, если ее так можно назвать, ну, то есть если это какая-то форма или структура, скажем, да, то понятно, что это такая подвижная структура и форма, тоже мы неоднократно вот это вот обсуждали, но во всяком случае мне так представляется. Да. Вот. И, но с другой стороны, да, понятно, что тоже вот, наверное, не знаю, может быть, в метафоре пути как-то она может быть более адекватно описана. Или, ну, нужны какие-то, в общем, процессуальные, если мы хотим какие-то вот, пристегивать туда определения, то они, видимо, должны быть все-таки какие-то процессуальные. Вот. Поэтому я так, как это, приблизительно пытался, ну, как, может быть, проиллюстрировать, как я во всяком случае в каком-то таком приближении это понимаю, да, мне хотелось, чтобы мы все-таки, может быть, к какому-то обсуждению перешли или к вопросам, если мы, если есть чего обсуждать. Как бы ты ответил на вопрос, который вначале поставил? Может ли культурная политика быть универсальным путем, в котором ты можешь встраиваться или в который можешь встраивать свою деятельность? Ну, может, наверное, да. Мне кажется. Может, наверное, но не обязательно. А если нет не она, то как тогда? Какой вопрос? Что? Что такого вопроса? Почему? Ну, Ну, то есть у нас культурная политика есть. А Игорь говорит, можно с ней, можно без нее. Татьяна говорила, что скорее нет. Нет или не послышалось? Да, но я не имела в виду, что, честно говоря, я не очень поняла из того, что сказал Игорь, во что встраивать можно. В этом смысле я сказала нет, потому что, по-моему, как бы в имена и метафоры невозможно встраиваться. Ну, именно метафоры нет. Ну, так поэтому в смысле, я бы сказала так, при таком понимании скорее нет.
В смысле нельзя в культурную политику Ну, встраивать? я, честно мечты говоря, народа. не очень поняла, ну, как бы, самой постановки вопроса, да, может ли это быть универсальным, куда можно встраивать. Мгм. Что встраивать, во-первых? Ну, Зачем? как бы, да, зачем? А концептуальные схемы, например, встраивать? туда? Ну, вот, понимаешь, Игорь, как, Ага. я, честно говоря, вообще, ну, в общем, мало чего поняла. Мгм. Да, в смысле, я не поняла, с чем именно ты разбиралась. Да, ну и поэтому мне очень сложно понять, как ответить на вопрос, что куда можно встраивать. Да, потому что, ну, например, я могу сказать, чего я ожидала, да, поскольку все-таки, ну, ты там много раз называл там, культурную политику и как стратегию, как программу, как концепцию, как проект, там, да, Мгм. но как бы, ну, как минимум мы там называем два. Да. Первое – это культурная политика, это этап развития методологии как, собственно, подхода. Мгм. Да, и, ну, и в этом смысле я думала про философскую рефлексию скорее подхода. Да. Другое дело Ну, это... тогда методологию надо анализировать. Да, методологию и современный Я этап этого методологии. делать не собирался. Ну, хорошо, да, ну как бы и речь идет не просто о там Щедровицком или там этих начальных этапах, о собственно, культурной политике как этапе методологии. Ну и как бы для меня кажется, что вот если уже говорить про там встраивание куда-то, да, или ну там понимание чего-то, ну, в общем, нужно с этим разбираться. Я именно поэтому кидала этот текст про постулаты и допущения, да. То есть, ну, как мне кажется, в самой краткой, хоть и достаточно навороченной, ну, я думаю, для философов не так уж и навороченной форме, как бы изложено способ организации мысли в рамках культурной политики. Есть культурная политика как, ну, политическая программа. Если мы сейчас обсуждаем возможность встраивания в как политическую программу, ну, это другая история. Вот. Но я не очень поняла, во что именно встраивается, поэтому и ответ мой был скорее нет, потому что мне непонятно, во что пытался встроиться, на что пытался ответить, на какой из вопросов пытался ответить Игорь. Вот. Ну вот я когда тебя слушал, я вижу, что ты пытаешься очень осторожно подойти к культурной политике как к целостности. Вот, когда ты рассуждаешь про разные аспекты и ниточки в канатике, там, да, вот это самая понятная для меня как бы часть этого, ну, вот, метафорического рассуждения, где ты пытаешься, в общем-то, нащупать ну, как бы общую структуру того, что есть в культурной политике, да, ну, какие-то вот сквозные вещи. А дальше мне как бы не очень понятно, ну, как это, откуда ты подходишь, и, ну, вот в целом, то, что в результате получается, что ты, как бы, так вот, очень осторожно что-то так щупаешь, да, и вот это вот так вот тут я не знаю, как бы, там вот и это такое очень поверхностное, но осторожное вместе с тем, то есть ты не делаешь никаких, как бы, ни радикальных заключений, ни там выводов особенно, не в общем-то даже не представляешь целиком вот этот вот конгломерат понятого. Вот. А дальше, ну, и поэтому очень сложно вообще относиться к отдельным частям, как бы, твоего спича, потому что, ну, вот если там начинать углубляться, то вот Таня сразу же там выдвигает, что культурная политика имеет там философские основания, как бы, и апеллирует там к методологии, там, структуре, и это получается отдельная часть. Политика, там, прикладная программа, если мы разбираемся там с вот этими десоветизацией, европеизацией, белорусизацией, университет, партия, газета, это вообще идеологическая конструкция по поводу вот, ну, вот, технологий, деятельностная идеологическая конструкция, но тем не менее, там, да, поэтому она обладает как вот эта, ну, деятельностная технологическая конструкция всеми теми недостатками, которые ты как бы описываешь, да, что если мы берем там европеизацию как какую-то часть, да, то она как бы, ну, становится зыбкой, когда мы там начинаем туда идти. Но если мы начинаем копать глубже, то мы начинаем докапываться до философских оснований этого дела, до программных установок, и там уже все как бы выглядит иначе.
Потому мы возвращаемся куда? Опять же, к способам организации мышления или к чему? Да. в итоге, Ну, да. то есть вот фактически вот эти вот, ну, Андрей назвал там идеологическая конструкция, я сказала деятельностная идеологическая, но ты вот в начале там про ниточки, или я там забыла, там много было всяких интенций, да, но ты говорил там про, ну, как минимум три, то есть есть некая контекстуальная, концептуальная часть, да, ну, то есть содержательная, есть деятельностная вот эта, ну, там, часть, да, есть ценностная. И в этом смысле вот каждая из этих, ну, этих вот, она разворачивается в этих трех частях. Да? И когда ты говоришь там, если мы говорим имя, и, ну, и нам не очень понятно, что там за этим именем стоит, и это имя может иметь, ну, как бы другие интерпретации, ну, как бы тут сложно не согласиться, да, эти имена имеют другие интерпретации, более того, там, те, которые, ну, партия вместе газет, мы их даже кавычим, ну, потому что это уж точно метафоры, там, да. Но, в общем, ну, описательной части, да, есть, да, и в деятельностной, и в ценностной части это раскрывается. Да, и как бы, ну, а когда мы говорим, ну, мы с этим разбираться не будем, а имя, ну, так себе удачное. Ну, да, может быть. Неудачно. Ну, как бы ты не найдешь удачное имя, но если только не назвать это Цербын. И теперь, как бы, поскольку имя никак не будет ни к чему апеллировать, то вам придется все-таки покопаться в содержании. Давайте называть буквами. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Хорошая Ну буква. да, что мы, хорошо, Татьяна, а что мы подразумеваем под способами организации мышления? Вот это, скажем, вот эта вот схематика, которая используется, ну, в том числе для, там, предположим, для отстраивания или даже вот для анализа неких проектов, которая связана с, ну, например, с воссозданием прагматики, там, синтагматики и парадигматики. Да. Это вот универсальная, да, такая, ну, как бы схема, которая, то есть, в принципе, к любому проекту может быть там применена. Ну, вот, нет? Это, ну, как бы, это схема организации нашего мышления. Ну, то есть, вот ты когда говоришь к любому проекту, это в смысле, вот я Ну, смотрю... только нашего. Я думаю, любого, да, Ну, универсальное. Да, Тех, вот кто универсальное организует в том смысле, мышление. Да, тех, кто организует мышление. То есть вот как бы в этом смысле в рамках культурной политики оно организовано так. Да? Оно там не ограничивается, ну, больше, чем 3 мы не можем схватить эти самые, но 3 мы учитываем обязательно. А что четвертое есть? Ну, мало ли. Нет. Ну, не можем. Я же говорю, не можем, не знаем. Да нету просто. Ну, нет, ладно. Воображение не Хотя, развитое. Ай, ну ладно. ну, это да. Ну, Нет, ну, ну то есть... ладно, а у меня другой вопрос был. Ну, то есть, ну, это способ организации, да, мысли, вот, ну, три плоскости. Ну, да. Ну, и в этом смысле мы, конечно, претендуем на то, что это универсальное, ну, в смысле, потому что это предельное, что мы можем себе представить. Мы, конечно, не можем 4-ю плоскость представить. Если бы мог, мы бы 4 анализировали, а так 4 пока. Потому что, ну, у меня тоже это много всяких вопросов. Нет, а вы мне скажите вот что. Все-таки, ну, когда я попытался описать, скажем, интенцию, она в какой-то степени там соответствует? Или вообще это нельзя так рассматривать? Да, за участие не очень. Непонятно, да, где Бог, ну, в этом смысле. То есть Да. про интенциональность понятно, а вот Да. в куда она, ну, из твоего говорения не очень. Характеристики структурные вроде как вот, как это, ложатся на душу. Ну, то есть характеристики подходят, да? Или Ну, нет? слушай. Объяснить мне, что поняла, да, потому что вот я тоже... Не, ну это как бы такой тип поэзии, как бы, когда Игорь рассматривает, ну, как бы, вот, анализирует эту молитву, и как бы то, что в ней, ну, как бы то, что он там выделяет про напряженность, про этот самый, то есть Да. это как вот какого-то эти действия, как бы, я же тебе говорю, это то, что отзывается в душе. Но как бы, когда мы говорим про интенциональность, то не, ну вот, как это, не субъекта, не объекта, в этом смысле как бы так и не прояснено. Про молитву ты все хорошо рассказал, как, ну, этот принцип, ну, в смысле, как метафору. Ну у нас И тоже есть как, мышление. как к метафоре, ну, нет, ну да, можно, конечно, написать известный ответ, да. Божие мышление и И, да. молимся, как
элемент. в смысле, на кого молимся? М. Кстати, с этим вопросом надо разбираться, по-моему. Да. Но Игорь ничего не сказал в этом месте. Ну, нет, это я уже. Да. Нет, Раскрыла карты. Нет, я намеренно попытался просто из этого отношения вот свойства вытащить. Ну, если конфигурацию взять. А еще раз напомни тогда, Потому что- какие там свойства были. Игорь сделал такой ход. Он сначала рассказал про интенцию, как она понимается в религии, а потом как бы перешел к метафоре каната, как, ну, типа, детализацию, и потом, типа, ну... Нет, это две эти- разные части, по-моему, не имеющие отношения Нет, друг к потом другу. потом я перешел к свойствам этой интенции, вот как они были вынуты оттуда, из этого Вот, молитвенного да. отношения. Ну, то есть Это он красиво, да. разложил эту метафору на некие составляющие, Да, потом с помощью этих составляющих сделал анализ культурной политики как некого текста. Игорь Павлович это говорит? Э, Или ты вот составляющие и на этом закончил и начал как бы совершенно другой разговор? Ну, мне так показалось. Да, ой, да, ну, структурирование было другое, да, ну, в смысле, что не... То есть, собственно, Связь какая-то есть между этими двумя частями? Та, которая про интенцию, и та, которая про канат. да, я понял, да, сейчас я подумаю. Да, ну, наверное, есть, потому что вот та часть, которая про канат, это все-таки, наверное, про ну, какие-то формальные аспекты. Ну, то есть вот те свойства, которые были выделены на уровне интенции, вот, они как вот эту вот некую направленность образуют. А эта направленность, она выражается еще в неких вот этих вот формальных аспектах, которые, да, потом были обозначены вот как там, нити. А ты можешь еще раз напомнить про эти свойства, выделенные на уровне интенции? Субъективность, напряженность, предельность, универсальность, открытость, деиндивидуализированность. Ну, похоже. И там еще если было сложное слово транс что-то там. Прекрасно. Это Трансцендентность. Нет, транзитивность какая-то. Заданность Респонсивность. объектом молитвы, субъектом молитвы, в общем, и все вот это. Это Вот как ты первый. сказал, еще раз скажи? Респонсивность. Вот, да, она. Красиво. Так а что в этом обсуждать? Вот и А непонятно. я не знаю, вот Понятно. вот я и спрашиваю, нужно тут что-нибудь обсуждать или нет? Можно ли смотреть культурную политику как молитву? Да. Ну, Ну, вы же не Чего слышали, как нет? Игорь Да. нашу Я не молитву. знаю, да. Поэтому Он рассматривал Игорь не как молитву, а как интенцию. Да, как бы просто используя в этом месте описание интенции через то, как это было сделано в схоластике, в там, теологии по поводу молитвы. Почему нет? ну, генетически, как бы, у нас это ведь из других источников растет. Что? Что это? интенциональность растет из других источников. Просто мы что-то обсуждаем вот это. Не очень понятно. Игорь в этом смысле не обсуждает нашу говорит вообще интенциональность и наше понимание интенциональности, как мы это делаем. Он просто как бы рассматривает всю культурную политику как определенного рода интенцию. И, как бы, и разбирает эту интенцию на некоторые составляющие свойства. То есть а не потом- эту интенцию, а вообще интенцию. Вообще. Вообще интенцию, да. Да, да. И потом рассматривает через эту призму культурную политику. И что-то там видит. Ну вот, да, вот он Не видит. очень понятно, И что это, ну, как бы, вот, наверное, да, может, и, в общем, и Нет, ну я, непонятно. честно говоря, вот поняла, что как бы вот он сформулировал эту призму, а вот что там видно через нее, не очень понятно. Канат. Нет, а тут всё. меня интересовал Мне вопрос, кажется, да, вообще, ну, можно вообще говорить, скажем, о том, что культурная политика, да, она вот интенциональна, но в том смысле, в котором вот
я ее представлял, скажем. Опасно Ну, тебе вот отвечать. я точно знаю, что культурная политика интенциональна. Да. Но не в том смысле. Но я поскольку не слышу, Что, в том смысле? Игорь, как бы, вот, я-то исхожу из того, что когда ты спрашиваешь, можно ли так рассматривать, Да. это ведь вопрос к тому, кто рассматривает. Да? Не к природе культурной политики. Является ли она интенцией? Вот Маскирь говорит, что Ну, является. выражением Да? интенции, да, определенно. Слушай, вот для меня, В это широком как смысле. для методолога, это вопрос глаз смотрящего. Да? Если ты считаешь в каких-то, не знаю, рамках, установках, да, необходимым, важным, нужным, эвристичным или еще каким-то, рассмотреть это как интенцию, ты это можешь попробовать сделать. Может оказаться, что то, что ты рассматриваешь, в общем, ни хрена не рассматривается как интенция. А вот когда ты спрашиваешь, у нас можно ли, кто его знает, можно тебе или нельзя? Ну, то есть, Не, но с другой стороны, подожди, когда Игорь начинает рассматривать это как интенцию, там он обнаруживает эту интенциональность. И в этом смысле, когда он про это говорит, да, есть там это вот. если это стратегия или интенциональность. программа, то это должна быть интенция. Ну Да. 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 как и любое гуманитарное, социальное явление. Да. Они характеризуются, Да. собственно, интенциональностью. Ну. Да. Поэтому можно. Почему социальное явление? Да, немножко смущает такой как бы академический такой залог. Ну, типа, мы вот возьмем, так посмотрим, посмотрели, после этого, и все, и отложили этот инструмент, и живем дальше, как что будто... я хотел. Нет, я на самом деле исходил из того, что... Когда я тебя спросил, собственно, как бы ты ответил на поставленный в начале вопрос, ты сказал, можно, да, можно, нет. Как бы. И понятно, что это было такая, как упражнение просто. Зачем же мы... Нет, Иван, это вопрос констелляции. Чего? Это скорее вот вопрос такой, не знаю, там, констеллятивности, да, вот некой такой совместности, что ли, если хочешь, мышления разного. Потому что есть определенная ситуация, там, недопонимание, есть она эта ситуация. Вот, поэтому насколько это недопонимание, оно может быть преодолено, там, опять же. Понятно, Да, что чё для этого? самого... Нет, а у меня посыл был такой, что, собственно, можно же как-то, ловить интенцию определенную в культурной политике. Вот, и это в каком-то смысле может быть, наверное, условием все-таки некоего такого взаимного понимания. А вот скажи, пожалуйста, феноменология гусаревская интенциональна? Феноменология Гусаря, да? Да вот Бог его знает. Вот смотри, Гусар делает интенциональность одним из главных элементов своей философии. Понятие интенции у него вы имеете в виду? Понятие интенции. Да, сама его концепция. Да, и здесь, это я намеренно спрашиваю, а сама феноменология интенциональна? Если он опять же... Да? Нет, я не знаю, откуда это. Да? Да, и интенция состоит в, это задании, другого, не знаю, хода, да, мысли. Как минимум, интенция, направленная от куда-то, Да, кладет там объект. Собственно, интенциональность предполагает, да, что объект не задан сам по себе, как это делается в натурализме. В смысле, что... Любой объект – это объект интенциональной природы. Он кладется, он проецируется в сознание. Поскольку там, да, есть критичность, то должна быть Да, то есть интенциональность. В этом смысле Гусар кладет сознание Мгм. как объект, да? То есть он делает это интенционально. Вся феноменология, это интенция на покладание сознания. Тогда, если мы ответили на вопрос про феноменологию, давай спросим тогда про культурную политику и методологию. Я уже спрашивал. В этом смысле, конечно.
Культурная политика, в отличие от методологии как таковой, культурная политика – это методология, система мыследеятельностной методологии. Но культурная политика – это особая интенция СМД-методологии, кладущая в качестве предмета и объекта на организационно-деятельностную, прагматическую и онтологическую доску такой объект, как Беларусь, не снимая с этих всех трех досок такой объект, как мышление. В этом смысле интенция методологии, если сравнивать его с интенцией феноменологии, кладет на доску деятельность, Ну и мышление. мышление. Да? Деятельность она кладет в силу родовой травмы генетической, марксистской. Да? Когда Маркс обсуждает тезис о Фейербахе о том, что предшествующий материализм имеет ту ошибку, что он берет внешний мир в качестве объекта. Объекта имелось в виду в субъект-объектной схеме, вот как бы натуралистического объекта. Тогда как Маркс предлагает, в отличие от Фейербаха и предшествующего материализма, брать это как чувственную, субъективную деятельность. Это иначе, чем у Гуссерля. Маркс не кладет сознание. Более того, они специально отпираются от этого, говоря о том, что надо брать мир как субъективную чувственную деятельность, отпираются от сознания. Говорят, сознание вторично, мы материалисты, там врут, конечно, но тем не менее. Так вот, а мы, читая Маркса, методологи, так мы берем мир как чувственную деятельность, чувственную субъективную деятельность. И тогда то, что мы считали объективно существующим в этом мире, ну, вслед за наукой ньютоновской, эмпирической английской философией, да, нифига подобного. То, что изучает наука, есть интенциональный объект, положенный туда наукой. Да. И тогда мы науку как бы рассматриваем как интенцию, большую интенцию. Вот. И дальше, как бы, когда мы говорим про культурную политику, в ее белорусском варианте мы кладем мир в такой объект, как Беларусь. И специально обсуждаем, а как вообще можно иметь дело, мышление, это трансцендентальная вещь. Да? А Беларусь трансцендентная. Ну это как это? Вот это индивидуальная штука такая, как бы, да? Обозначена именем собственным и так далее. Как? Каким методом? Каким экзерсисом чувственного субъективного отношения можно исследовать, изучать, анализировать, строить индивидуальные объекты, помеченные именами собственными. Для этого строится всякая культурная политика со всеми ее многочисленными, как это у науки много гитик, да? Так вот это самое, со всеми гитиками культурной политики. И без этих гитик интенция не работает. Но тогда я опять вернусь к феноменологии. А можно ли понять феноменологию как молитву? Как интенцию можно? Тут молитву тоже можно. Как молитву нет. Ну а почему нет? Из любого подхода можно понять все, что угодно. Ну, я поэтому и говорю, на вопрос, а можно ли, Ну, вопрос стоит, ну, как Ваших способностей. наших способностей Ну, и задач. вопрос рациональности, целерациональности этого. Да? Нужно ли? Надо ли понимать феноменологию Гуссерля в терминах богословской схоластики? А еще чего там? Что там молитвой занимается гомилетика? Можно все что угодно так пытаться. Нет, так это Можно, все конечно. Да. Конечно. Я же почему тебя спрашивала, тебе-то зачем? Можно геометрию понять средствами там, поэзии, да? Да. Нет, а мне так проще.
Ну так оно понятно, но это и есть подход, при котором как бы ищем не там, где потеряли, а там, где светло. Конечно, всякий раз проще, проще действовать теми средствами, которые освоены. Пришел к речке, а там водится некая рыба, которую можно поймать только на спиннинг. А у тебя с собой только ведро. И вот ты ведро закидываешь, блин, и пытаешься поймать. Ну так же проще, блин. Вместо того, чтобы спиннинг искать или изобретать, или магазин, я буду ведро пытаться вычерпать оттуда. Не, я не про то, что в смысле легче, это на самом деле не особо легче. Я про то, что мне кажется, что просто... Ну, это аналогия, она схватывала, наверное, какие-то свойства, которые при другой аналогии не могли быть выявлены, поэтому... А зачем аналогии, если можно понять ее, как она есть? Потому что все основания выложены... Как ты можешь понять что-то, как оно есть? Как Ну, природное явление? Почему? Как оно есть? В смысле, культурная же политика выкладывает все свои основания, ну, то есть надо ее изучить и понять, как она сама себя, репрезентирует. Не, ну что, важная раз. Ну, надо, да. Ну, это Нельзя же- понять феноменологию Гуссерля, не читая Гуссерля. Ну да. Ну, нет, можно, конечно, его станцевать. Ну и читая Гуссерля, можно его не понять, Это согласитесь. другой разговор. Да. Это другой разговор. Просто насколько имеет право, ну, скажем, прочтение феноменологии Гусserля через какую-то другую подходность. То есть, Игорь, потому что именно это и сделал. Не, ну вот смотри, Как бы это имеет, если в этом есть некая задача. Если стоит задача понять, то, наверное, да, лучше с теми средствами, которыми это сделано. Но могут быть же другие задачи. Простить, Да. например. И тут же за словечку, да. И оправдать. Ваше, блин, существование. И как бы пойдем вместе. Ну, это, кстати, не так мало, вы зря так к этому Ну, относитесь. нет, мы знаем, что это много. Особенно предыдущим. Нас простили. Пойдем. Да, потому что у нас в сообществе была проблема с тем, что, мы все же читали тексты Мацкевича и так далее. А проблема с тем, что, в самом деле некоторые имена они просто вызывают некое, не то прочтение. То есть понятно, что контекстуально где-то они должны прочитываться определенным образом. А тут почему-то возникает какой-то, что-то диссонирует. В общем, проблема только И в причем я думаю, думаю, что это связано даже, может быть, не с тем, что там есть какое-то недопонимание, а скорее есть как раз несхватывание интенции. У меня такое подозрение. Вот. Вот если взять эти три плоскости, парадигматика, синтагматика и прагматика, то ведь тексты авторские, или интенциональные тексты, они всякий раз пишутся на одной из досок или специально оговариваются, скажем, доска одна, доска другая, каким-то образом, причем для неподготовленной публики приходится это объяснять. Но, соответственно, без схемы это трудно объяснить. Но тем не менее. Вот скажем, значительная часть текстов, которые попадают в СМИ, пишутся на доске прагматики. Не на онтологической, даже не на синтагматической доске, а на доске прагматики. Не знаю, Гуссер, например, мог бы быть приглашен на обсуждение на юбилей, скажем, Ницше или не знаю, кого-нибудь из поэтов современных немецких и высказать свое отношение. Да? Наверное, он делал бы это как Гуссер, то есть феноменолог со своим этим самым и так далее. Да? Но по этому тексту нельзя восстановить феноменологию. Точно так же, по разным прагматическим текстам нельзя восстановить и культурную политику.
Потому что для восстановления нужно брать Текст на фрагменты с... Евробеларуси, это, конечно, Самое не то начало. которые можно А было... который текст? Ну, на сайте Евробеларуси висит про то, что такое культурная политика. Значит. Ну, для сайта Евробеларуси, для Для сайта Евробеларуси, Евробеларуси, собственно. да. Нет, так никто, собственно, Нет, на там правда тексте написано. Там Мы всё- не- да, мы там не- правда, мы там не чистая отрекаемся. правда. Я писала. Правда, но не все. Вот мы на самом деле много берем у той же феноменологии, у Гуссерля, интенциональность, помимо всех прелестей, которые в ней есть, она еще и ограничивает мир упертостью в тот объект, который мы кладем интенционально. Да? Мир, в общем, как бы сворачивается до этого объекта. И, например, мы рассматриваем университет. Ну и тогда как-то мир свернут до университета. Мы его кладем, он становится для нас трансцендентальным и трансцендентным одновременно, а мы начинаем его рассматривать с разных сторон, ну и делать, и строить, как бы, да, вот здесь возводить там и прочее. Но упертостью, интенциональная упертость в этот объект, как бы, да, она и картинку объекта рисует, а все остальное где? Оно остается за рамками, но оно есть. Поэтому, говоря про университет, мы говорим про Беларусь. Но как это вот отобразить? Причем оно отображается, но очень плохо, тут уже подошла бы метафора или аналогия с голографией. Да? Ведь голография отличается от мозаики или там, от пазлов тем, что в кусочке разбитом голографического стекла при соответствующем облучении там возникает целый объект. Не кусочек, как на фотографии отрезанный, как бы, да, или на картинке, а целый, но только очень мутный и смутный. И эта смутность в маленьком кусочке иногда просто не позволяет разглядеть, а он там есть. Да, ну это, нет, это понятно. То есть это как раз вот вопрос доверия. Ну, то есть действительно, там, берем некий текст, да, просчитываем его как раз именно с учетом там, некоего там, предполагаемого остального материала, который стоит за этим текстом. Потому что если мы действительно будем брать эти тексты или фразы сами по себе, вот из этого контекста вырванные, да, прямо... При всем при том, что ведь мы тексты пишем часто по случаю. Да? Просто всегда, я бы сказала. Нет. Не по случаю, а под задачу. Без случая вы никак не можете редактировать. А Водолажскую Акудович философские специально лекции, что ли, учил имеешь в писать виду? эссе, как бы, да, и Я его написала. да, Одно. это законченное как бы творение, то есть вот как бы поэтому тексты пишутся либо по случаю, соответственно, они узкоинтенционально связаны с объектом каким-то, или это эссе, законченное произведение, законченное творение. И вот как бы все тексты как законченные творения, как стихи буквально, как бы, да, они не годятся для восстановления подхода, метафизики, там, не знаю, онтологии и так далее. Да? Но мы же имеем дело с философами. Да ладно. Мне кажется, что СМД-методология в десятки раз проще гуссерлевской Это особенно феноменологии. противно. Чем заниматься чем-то простым? Можно же что-нибудь сложное. Это мне так кажется. Но Гусserля они могут освоить. Ну, Вы уверены? знаете. Вот Хайдеггера освоить нельзя. Но они все падлы читают Хайдеггера. Казакевич поставить. Да, Андрей? Никто не научил. Он научил Егорова читать Хайдеггера. Серьезно? Да. Да ладно, можно Хайдеггера уже освоить. Ладно, чем мы занимаемся? Все. Нет, ну, вопрос как раз, да, состоял в том, что как мы можем быть друг другу неясными. То есть,
или опять же, ну, всех же не заставишь заниматься методологией, в конце концов. И нет в этом необходимости. Никто не заставляет никого заниматься методологией. Вот. С другой стороны, опять же, да, там, есть люди со своим там, определенным багажом, там, да, и так далее, насколько вот это вот продуктивное некое там взаимопонимание возможно, да, тоже такой вопрос с этим связан как раз. В том числе вот с этой культурной политикой. Вот. А если, например, Татьяна, вот я тоже хотел спросить, ну ладно, а если, предположим, методологию, например, пытаться анализировать, то, опять же, вот зачем это можно было бы делать? Ну, то есть понятно, что если мы хотим, опять же, там, культурную политику в какой-то философский контекст поместить, то надо туда к методологии обращаться и смотреть, что там за установки. Нет, ну вот, понимаешь, потом Игорь, уже, да. ну, как бы, вот я понимаю, ну, особенно в свете нашей там ситуации, в которой все это возникло, ведь проблема, ну, большей частью, да, в рамках летучего университета, назовем это так, или там сообщества, она состоит в том, что мы не можем достичь понимания и совместного некого там рассуждения не потому, что у нас есть, ну точно есть, допустим, разные там представления о чем-то, ну там, я не знаю, одно представление в университете, второе, а потому что нет понимания, ну как бы, ну по крайней мере того представления, которое мы тут представляем, да, нет понимания, как мы это делаем, да, и когда, ну вот, не знаешь, как это, языка, да, то есть понимание языка нет. И происходит, ну, на мой взгляд, там цепляние за, ну, не знаю, вот эти имена, там еще какие-нибудь хрень. И тогда, ну, как бы мы просто разговаривать не можем, да, и в этом смысле, ну, вот для чего бы нужно было это изучать? Да не для того, чтобы там освоить, и хотя бы, конечно, были счастливы, если кто-нибудь осваивал и присоединялся, да. Это не, там, не для того, что это как бы обязательная программа, хотя, ну, опять же, мы считаем, что это, в общем, была бы обязательная программа, а хотя бы для того, чтобы понимать, ну, в частности, что мы тут воротим, если учесть, что, ну, да, так уж склался лес, как бы, ну, мы задавали это пространство, ну и продолжаем в нем так или иначе что-то предлагать и двигать, то, ну, хотелось бы понимания некоторого. У меня даже возникает какое-то подозрение, что вот это вот там, непонимание, оно возникает даже из-за несовпадения даже предмета. Да. Да? То есть, ну вот я бы сказала способ рассуждения, не предмет, а способ рассуждения. То есть мы как будто не Не входим даже в совпадает какое-то общее предметное пространство. Интенциональность, да, интенциональность в самом грубом виде может быть описана вектором. Ну да. Правильно? Вот если вектора не совпадают, объекты То не есть я бывает. все-таки не зря сегодня что-то говорил. Не бывает общего объекта. Ну да, если они мимо друг друга, входят в общее пространство. В этом смысле можно задавать почти абстрактные вопросы, на которые как бы вот наука и представление, интенциональное представление такой штуки, как образованность, да, дает вроде очевидные ответы. Вот зачем автослесарю, который разбирает и собирает двигатель, когда он его чистит, да, знать закон Бойля-Мариот или Гей-Люсака? Законы, связывающие температуру, объем, давление там, и так далее. Все вот это вот пойдут. Зачем ему это надо? Он же не вспомнит никогда как бы, да, форму этих законов, когда он двигатель разбирает. Но они там работают. И они создают для него, когда он их учил в школе, они создают для него объект, с которым он реально работает. Он может не помнить их уже, но объект уже создан, схвачен, и теперь он же перестал быть объектом интенционального отношения, то есть творимым, покладаемым, как бы, да, а он становится наличным, присутствующим.
И дальше как бы я уже могу не писать там кривые Бойля-Мариотта там для конкретных газов там, да. Вот. Но в принципе объект уже схвачен. Я понимаю, что при нагревании поршень выталкивается из цилиндра, там, ну и так далее. Как бы, да? Мне не надо гадать, придумывать, а нахрена эта штука вставляется в эту штуку. Объект есть. Так и здесь. Мы начинаем делать университет. В нем тоже, куча поршней, цилиндров, там, не знаю, Бойлев, Мариоттов. гаек, там, и так далее. Да? Но если у нас нет общего объекта, нахрена тут Бойли, Мариотты, нахрена тут тренингсы с Гусаковскими, а тем более еще Болонские, эти самые Хартии, Шмартии, там, и так далее. Игра и еще какая-нибудь. Игра какая-то там и прочее. Но, без этого у нас нету хотя бы общей единой направленности векторов. Не говоря уже о том, чтобы они были направлены в одну точку. Вектора эти, они из точки исходят и куда-то направлены, куда-то ведут. Либо они ведут к объекту, и тогда у нас получается коллективно распределенная, целенаправленная или целеустремленная деятельность. Либо никакой деятельности нет. Есть броуновское движение. Есть такая хрень, философия. Есть авторская философия, а есть философия эпохи. Каждый из творцов постмодернизма отбрехивается от того, что он постмодернист. Людей, которых записывали в экзистенциалисты, я думаю, что Киркегор бы, послал всех нахрен с их экзистенциализмом там, и так далее. Да? Может быть, Шестов там согласился бы. А все остальные, ну и то, да. Еще главное назначить. Вот. А так, но есть философия эпохи. Да? Эпохи, которая определяет интенциональные объекты, вещи, на которые направлена совместная, охренительно распределенная, популятивная деятельность людей, наций, профессиональных сообществ и так далее. Либо ее нету. В этом смысле, как ни бейся, да, в Беларуси никто не строит, никто не делает. Одни там, права человека, упертые в права человека, интенционально. Другие там IT-страну делают, третьи празднуют столетие ЧК, и так далее. Хрен знает, что происходит в этой стране. У нее нету общей интенциональной направленности. Ну тогда, все говорят, Маскевич, какая хрень, думать Беларусь придумать. Беларусь делать надо. Ребята, идите в задницу с таким делом, У вас объекта делания нету. Поэтому сначала думать. Думать, в этом смысле, это интенциональное полагание Беларуси как объекта совместной коллективной деятельности миллионов людей. У эстонцев это есть, еще у кого-то это есть, даже у русских сволочей это есть. Не дай бог, называется. Они просто уроды, Ну его. Может, лучше пусть нет, чем как русский. А дальше? Не надо вам, каждый день как молитву повторять закон Бойля-Мариотта, когда вы приступаете к чистке двигателя, внутреннего сгорания. Главное, что оно есть. И все. Так и с методологией. Нет, там другая реальность, там техническая реальность, которая экспериментально каждый раз воссоздается одинаково. В Беларуси это не техническая, не инженерная реальность, это социокультурная реальность, и эксперименты тут один раз получилось, а другой раз не получилось. И чертежа нет универсального, по которому всегда эксперимент Никто не будет говорит подтвержден. про эксперимент в этом месте. Нет, раз есть закон Бойля-Мариотта, физика, да, это все экспериментально подтверждается. Это другой. Закон Бойля-Мариотта.
Я говорю про автомеханика. Ну вот. Какое отношение автомеханик имеет к закону Бойля-Мариотта? С помощью этого закона сформировал. Он бензинчиком, блин, Он свечи имеет чистит. такое отношение, что вы говорите, ему уже не нужен закон Бойля-Мариотта, потому что он знает, что этот закон всегда работает. Ну Всё. да, но не о нем будь- можно забыть. Но не будь Бойля-Мариотта, никогда автомехаников в природе бы не появилось. Ну понятно. Ну. Ему не нужен этот закон уже, потому что как бы этот закон учтен инженерами. Саша говорит, что как бы все, что вы можете предложить, это не природный закон. Это не природный закон и не техническое изобретение. Ну а ты видел в природе когда-нибудь двигатели внутреннего сгорания? Даже двигатели, их называют второй природой, как бы это техника. Так вот, методология это не наука, ни хрена, блин. Не надо тут эксперименты ставить. Методология, она похожа на инженерию. Но в ней есть своя... А инженерия невозможно без науки. Так вот, надо разделять науку на методологии. Она тоже есть. Но она, блин, всего лишь третья часть. Третья часть всей методологии. Вот доска. Вот она там, наука. СМД, наука. Проблематика. Есть, собственно, то, что как это, в инженерии, грубая инженерия, да? Организационно-деятельностная доска у нас, или синтагматика, как их связывают, Но закон какие-то вещи. Бойля-Мариотта, он на этой самой. Он А вот здесь. здесь просто техника работы с этим с двигателем. Причем из Да. закона Бойля-Мариотта форма двигателя не вытекает ни разу. Там ведь имеют дело с чистыми объемами, идеальными, да? С идеальным давлением, с идеальным газом. Физики, да. Ну, а двигатель внутреннего сгорания кривой, блин, искореженный какой-то, там где-то что-то вторкнуто, выторкнуто, блин, эти поршни, клапана, блин, хрен знает как организованы. Не, ну это понятно. Все эти подробности как бы, только запутывают суть. Ну так вот, а А суть зачем такая, это? что- А зачем? 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 Зачем вот этой хренью заниматься? Зачем автомеханику, когда он чистит, блин, эти свечи зажигания бензина? Зачем ему знать электродинамику, термодинамику? Зачем? Ему не нужно, потому что ему достаточно нажать кнопку, он знает, что там Ну, конечно. искра побежит Ну, конечно. по проводам, и Вот всегда тогда- будет вызывать один и тот вот же тогда эффект в как бы, определенных да, условиях. вот эта штука как бы, есть практика. Практика в мире социализма. Социализм, который возник еще там до Маркса, да? Когда через отчуждение люди потеряли целостность. Этот человек, автомеханик, умеет чистить двигатель. Может его собрать, может его разобрать и так далее. Попроси его сделать другой двигатель, хрен он это сделает. Потому что, чтобы сделать другой двигатель, надо как бы быть дизелем там, или еще кем-нибудь. Да? Надо этим заняться сначала. А потом тут совсем другое руководство к действию иметь, другую рецептуру на этой доске. Но как бы практик как таковой, как место для человека исчезает из огромных распределенных систем деятельности. Ну типа автомобилестроения. Автомобилестроение существует само по себе. Там нет никого, кто удерживал бы все это в целом. Даже Форд, да, принесший конвейер из других областей в автомобилестроении, он не был практиком. Там каждый человек вот, отчужден от продукта и результата труда, и от самого процесса труда. Каждый занимается своим малым делом. Ну, отчуждение это не нравится. Не метафора, скажем так, специализация есть у каждого своя. Да. Есть инженеры, они занимаются вот организацией. специализация ни хрена не объясняет. Есть Форд, который Главное сделал отчуждение идею, от там, процесса и процесса. результата труда, который делает невозможным удержание, потому что интенциональность, помимо всего прочего, да, она еще предполагает схватывание. Вот ты кладешь в мир объект,
потом ты его удерживаешь, схватываешь и удерживаешь. И вот человеческая практика со времен социализма, ну или появления отчуждения человека от процесса и результата труда, ведет к тому, что схватывание целой практики возможно только из рефлексивной позиции, отстроившись от любой специализации. Быть специалистом в социализме или вот в мире, где все стало отчужденным, да, Так, может, здесь не отчуждение лучше, а предмечивание, распредмечивание. и это тоже. Ну, Но потому это что у нас, отчуждение это у нас это- на уровне техник прописывается. Когда ты говоришь о распредмечивании, о предмечивании, ты что имеешь в виду? Ну вот как раз про эти обладание предметом. Ну а у нас это технически расписано. Делай раз, делай два, как это делается, да? Монтаж, демонтаж. И мы все вот на деятельностной доске все эти процедуры Анализ, описываем. синтез. Потому что отчуждение это с идеализацией там, человеческой природы связано. С этим можно спорить и никогда ни к чему не прийти. Что от чего отчуждается. Точно так же, как распредмечивание, предмечивание у тебя связано вот с этим. А для нас это технические дисциплины. Мы говорим про отчуждение, как про то, что происходит, как бы и возврат полноты человеческого отношения через процедуры схватывания и обретения объекта. Но полноты здесь не будет. Это просто действие сознания. Подожди, это что? Это твое заявление, что полноты здесь не будет. Из какой плоскости? Из антропологической. Где тут антропологическая плоскость? Нет, не из этой. Просто само отчуждение. Я же говорю, что... Ну вот откуда Для оно у меня тебя? отчуждение это скорее Ты понимаешь, что это антропологический предмет феномен. веры у тебя, да? Символ веры. Выкинь ты эту веру в задницу. Это можно. Если ты занимаешься мышлением и деятельностью, то это становится возможным. Полнота достижима. Но опять же, полнота в интенциональном полагании чего-то. Не вообще полнота. В сфере сознания, да. А не то, что там Нет, сущность в человека сфере утрачивается. субъективно-чувственной Не, деятельности. да, а не сущность человека, Да. утраченная и восстановленная. У человека нет сущности. Ну вот, да. То есть сущность есть, сущность. Так, ну нам пора. Да. Так, я не знаю, я боюсь что-то резюмировать, конечно. по этому поводу. Насколько, да, ну для меня, по крайней мере, какие-то вещи, наверное, все-таки прояснились, хотя бы так приблизительно. А, в общем, я думаю, что надо вот, если, ну, действительно на университетском все-таки семинаре, наверное, который все-таки предполагается, надо, наверное, обсуждать какие-то содержательные проблемы. Так, есть у кого-то какие-то замечания, предложения, пожелания? А ты хотел итоги курса подвести или просто... Да нет, я не сегодняшнего? хотел далеко. Это просто последнее как бы, занятие по курсу. Я могу Напишите. да, поблагодарить всех, кто посещал курс. Да, ну и будем надеяться, да, что еще там, особенно с теми, кто не часто попадается, да, попадает сюда, будем еще встречаться в летучем университете. Да. Так, ну я тогда завершаю. Всем спасибо.